Ассаламу алейкум. Сегодня хотел отснять небольшую добивочку к своему предыдущему видеообзору на деятельность фонда Ярдем и акции «Дорога жизни». Сегодня я хочу посетить одного удивительного человека. Зовут ее Альмира Ханум Мадиатуллина. Вот. Сегодня я пойду к ней в гости и поговорю с ней, иншаллах, пообщаюсь. Года 4 назад я снимал про нее документальный короткометражный фильм из цикла «Подвиг веры» для канала Алиф. Вот. Наверное, если каждая девушка, которая носит платок, заглянет в свой паспорт, многие из этих девушек наверняка увидят там свою фотографию именно в хиджабе. И вот в 2003 году как раз таки группа активных мусульманок отстояли право фотографироваться в хиджабе на паспорт, на официальные документы, там паспорт и права, соответственно. То есть то, что мы сегодня воспринимаем как какой-то естественный ход вещей, да, в 2003 году отбивали просто силы. И вот Альмира Ханум Мадиатуллина была одной из самых активных в этом движении. Она была одной из нескольких человек, которые этим активно занимались, судились на всех уровнях. Вот. Вплоть до того, что в те годы даже Владимир Путин высказался по этой проблеме. Вот. И сегодня я вот хотел прийти в гости к Альмире Ханум и рассказать немножко, как она сейчас себя чувствует. Наконец-то в гостях. Вот зашел, забежал. Альмира, ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Рахматуллахи баракатуху. Васяннатуху. Как вы себя чувствуете, Альмира? Чувствую хорошо. Угу. Но немножко ноги и здоровье беспокоит. Но ничего, пройдет. Альхамдулилля. Все будет хорошо, Аллах бирса. Как вы вообще на улицу выходите? Бываете на улице? На улице я очень редко бываю. В эти дни. Ну, окошко есть, дочка есть. Угу. Она все таскает мне сведения, все. В учебных заведениях очень хорошо поставить надо насчет здоровья. Угу. Здоровье и теоретически, практически, и еще патриотически надо поставить вопрос. Потому что если в случае чего, ну, история-то нам известна, разные бывало, но патриотизм, она всегда победила. Все будет хорошо. Вот именно мусульманкам что-нибудь передайте, что-нибудь такое, пару слов, именно для мусульманок. Мусульманки должны быть мусульманками, собранными, чистыми и всегда сообразительными. Всем доброе здоровье и всего хорошего. Вышел от Альмиры Ханум, пообщался с ней немножко. Она присутствует, у нее бодрость духа, она со мной пообщалась. А я поговорил немножко даже с дочкой Альмиры Апы. Она сказала, что в принципе вот эта травма, которую она получила год назад, поломала ногу и практически после этого не встает, что они еще рассчитывают на самом деле встать и пойти, потому что сейчас вот требуется физиотерапия, вот, и массаж. И это довольно серьезные затраты. И в этом смысле я подумал, что было бы неплохо нам, мусульманам и мусульманкам, консолидироваться и поддержать Альмиру Апу. Во-первых, мы можем присылать свои видео, записи, обращения, просто поддержать ее, как-то подбодрить. Это, наверное, актуально для тех, кто не в нашем городе находится. Возможно, кто-то захочет прийти в гости и навестить Альмиру Апу. Это тоже очень хорошее, богоугодное дело. Навещать больных, навещать тех, кому тяжело. Это тоже очень легко сделать, если вы свяжетесь заранее с Мелишой Ханум, ее дочкой, и в принципе подъедете, пообщаетесь. Ей будет очень приятно, она очень общительный, активный человек в этом смысле. И третье, очень важно тоже поддержать Альмиру Апу и Мелишу Ханум финансово, потому что вот эта физиотерапия и массажи, они серьезно требуют финансовой поддержки. Присылайте видео по указанному номеру, видеообращения. Приходите, пожалуйста, навещайте Альмиру.
АПУ. Это очень тоже важно для нее. И помогайте, конечно, финансово. Это ей будет очень и очень тоже поможет сильно. Ассаламу алейкум. Участвуйте в акции «Дороги жизни» и помогайте друг другу.